Могильник Каракаба находится на административной территории Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области. Памятник впервые был обнаружен в 2000-х годах с Зейнулой Самашевичем. Первые исследования начаты в 2006 году. Эти исследования проводились совместно с бельгийскими коллегами. Уже стационарные исследования начинаются с 2013 года. За это время нами было уже исследовано около 20 курганов. Курганы относятся к периоду тюрков и раннего железного века. Памятник сам по себе уникален, потому что сам памятник и его местонахождение, находится он в горах, в высокогорье, труднодоступном месте. Туда подводит только одна дорога, дорога известная как австрийская. Если прийти к самому памятнику, то нами исследованы памятники тюркского времени. Как раз они и дали нам хороший, очень уникальный материал. Впервые в археологической науке Казахстана на могильнике Каракаба были обнаружены музыкальные инструменты. Зейнула Самашевич в своих работах пишет, что там захоронены воины, шаманы, музыканты. Это, наверное, так и есть, потому что там в этих памятниках тюркского времени находятся вместе с оружием и музыкальные инструменты. Сейчас считается, что музыкальный инструмент – это атрибут, один из атрибутов шаманов того времени. Если так сказать по находкам, то там действительно были захоронены воины-шаманы. Почему мы так говорим? Потому что там в этих курганах мы находили нетронутые погребения, рядом с которыми ложили полное вооружение, то есть там рядом с ним ложили лук, колчан со стрелами, саблю. В одном из курганов даже вместе с погребенным захоронили шлем, железный шлем того времени. В этом году, в 2018 году, при финансировании Казахского института культуры мы начали исследования. В рамках этого проекта исследовали 5 объектов. К сожалению, 3 из них оказались кинотафами, то есть погребения, курганы без погребения. Такие в археологии есть, они встречаются, их называют кинотафами. Последний курган, который мы подвергли изучению, он дал очень хороший материал. Но, правда, курган этот был разграблен. Следы грабительского лаза уже фиксировались в начальном этапе. Но по следам и судя по характеру этого лаза, грабители, его современники, то есть грабили этот памятник еще в то время, когда похоронили этого человека. Рядом с ним в северной части могильной ямы были положены 2 лошади. Они были взнузданы, потому что там остались железные удила кольчатые на обеих лошадях. На череп одного из лошадей был размозжен, раздавлен внутримогильным с камнями, которые лежали внутри могилы. Череп второго коня, он более-менее нормальной сохранности. На макушке у этого черепа зафиксирован отверстие округлое. Такое отверстие встречается в пазырыкской культуре. Здесь тоже коней убивали ударом так называемого чекана. Это оружие такое. На южной части могильной ямы лежало погребение. Правда, на месте грабительского лаза основные кости его были очень сильно, сгнившие. Там только фиксируются его контуры костей. А череп,
он сохранился более-менее, он, в раздавленном положении, потому что над черепом располагались большие плиты, они раздавили. Ну, вот эти плиты, наверное, и сохранили головной убор вот этого погребенного. От головного убора остались золотые нашивки в виде разных фигурок. Головной убор очень хорошей формы. Можно по чертежам, по фотографиям сделать реконструкцию этого головного убора. Такой головной убор на Каракабе встречается впервые. Вот, взяли череп погребенного вместе с головным убором, то есть с остатками головного убора монолитом. Вместе с головным убором там рядом с погребенным лежало бронзовое зеркало в чехле. Зеркало очень хорошей сохранности. Там у него ручка есть в виде полумесяца. Рядом с погребенным также поставили керамический кувшин. Правда, он раздавленный, но думаем, что в лабораторных условиях мы его соберем. Рядом с кувшином были положены еще хвостовые позвонки, крестец, наверное, барана, скорее всего, мелкого рогатого скота. Рядом с ним был положен железный нож. Правда, нож очень плохой сохранности, сгнивший. Думаем, по материалам, по характеру погребального обряда, по инвентарю, по захоронениям лошадей, сейчас можно предположить, что вот это погребение относится к позднему Пазырыку, то есть где-то к 3-2 векам до нашей эры.